есть такая профессия Родину защищать. И это профессия офицера. Умение управлять, направлять и подчинять деятельность огромных воинских коллективов – цель каждого офицера. Офицер, он воспитатель, он педагог. Профессия трудная и требует известного самоотречения, готовности беспрекословного служения Родине. Профессия офицера – героическая профессия. В ее основе любовь и преданность Родине, готовность и целеустремленность пожертвовать собой в интересах Отечества. День Героев Отечества отмечается ежегодно 9 декабря. Эта дата установлена Федеральным законом Российской Федерации от 28 февраля 2007 года. В 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца и награждала им воинов, проявивших доблесть, отвагу и смелость. В СССР высшей степенью отличия считалось звание Героя Советского Союза, которое было учреждено в апреле 1934 года. За 57 лет этого высокого звания удостоены 12 772 человека. Главная государственная награда современной России – звание Герой Российской Федерации была установлена законом России от 20 марта 1992 года. Этим же законом учрежден знак особого отличия – медаль «Золотая звезда». В 2007 году установлен День Героев Отечества в дань уважения героям Советского Союза, героям Российской Федерации и кавалерам орденов славы и Святого Георгия. В этот день в историческом парке «Россия. Моя история» состоялся бал молодых офицеров. Его организовало Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям. Министр Степан Сыргадаев обратился к участникам и гостям ежегодного республиканского бала офицеров с поздравлениями с Днем Героев Отечества. Следующий год особый – год 75-летия победы над фашистской Германией. Сегодня я хочу остановиться на том, что наше министерство работает для того, чтобы подрастающее поколение и молодежь воспитывались так, чтобы у каждого в сердце было понимание того, что он патриот России, своей малой родины. Министр также вспомнил несколько историй, произошедших в Якутии, когда благодаря героизму и храбрости были спасены люди. Вот, например, в Корейском районе 1 июля этого года жительница села Севенкюр Екатерина Костенко и Мария Костыкина, гуляя на берегу реки Суланчан, услышали крики о помощи. Подбежав ближе, они увидели, как двух маленьких детей уносит течение. Екатерина бросилась к ребенку, которого уже унесло на глубину. С трудом дотянувшись до утопающего, она смогла вытащить его на берег. Ее сестра Мария кинулась спасать второго ребенка. Несмотря на то, что не умела плавать, позже она рассказала, что кое-как догнала и вытянула его из воды. На берегу спасательницы оказали детям необходимую первую помощь до прибытия подмоги в лице односельчан. Еще один случай произошел 23 мая этого года. Глава Тита Рынского наследия спас 58-летнюю землячку из села Чкалово, которая упала с моста. В тот день Татьяна Романовна вместе с мужем перегоняли скот. Переходя через мост, женщина упала в реку с 2-метровой высоты. Тяжелая одежда и сапоги, наполнившиеся водой, быстро тянули ее на дно. Муж Татьяны, который перевозил мелких животных на лодке, находился слишком далеко и не успевал прийти ей на помощь. По счастью, недалеко оказался глава Титарынского наследия Григорий Лукин, который, не раздумывая, бросился спасать односельчанку. По его словам, глубина была большая, ноги не могли нащупать дна. Ему удалось вытащить Татьяну на безопасную глубину. К тому времени на помощь подоспел муж жены и фельдшер Елена Истафьева, которая шла на работу. Семья Романов, в которой 6 взрослых детей и 6 внуков, от души благодарят Григорию Лукину за решительность и мужество, которое он проявил, спасая Татьяну. Таких подвигов на сегодняшний день у нас очень много. Можно их перечислить. Вот в Алекминске, Покровске, Верхнеуглюйске, Сунтарском районе таких
именно подвигов очень много. И сегодня, вот хочу сказать, это лишь немногие примеры героизма, проявленного якутянами. На самом деле их гораздо больше. Ежегодно благодаря неравнодушию, мужеству и решительности таких людей десятки людей получают второй шанс. Это еще раз доказывает, герои не где-то там далеко, они живут среди нас, они рядом. Еще раз от имени Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия хочу всех поздравить с замечательным Днем Героев Отечества и пожелать вам всем удачи, здоровья, успехов в личной жизни. От имени Министерства за посильный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи вручили офицерам и ветеранам почетный знак имени Федора Попова «Сердце патриота», кадетам и курсантам учебных заведений Якутии нагрудный знак юноармейской медали имени Феликса Александровича Поморцева, а также благодарственные письма правительства республики и исторического парка «Россия. Моя история». На офицерский бал были приглашены около 100 представителей различных министерств и ведомств, ветераны, а также студенты и кадеты учебных заведений. Возрождая традиции, мероприятие объединило офицеров разных структур. Гостей бала поздравили участник Великой Отечественной войны Михаил Попов, военный комиссариат Якутии, Якутская и Ленская епархия Русской Православной Церкви, представители войсковой части номер 141-29 и директор исторического парка Дмитрий Соловьев. Большое спасибо, что вы меня сегодня пригласили на такой прекрасный, дорогой нам всем праздник. Этот праздник говорит о том, что мы никогда не забываем и не забудем наших героев. У Великую Отечественную войну, трудовой, на их подвигах мы учим наших молодых людей, которые трудятся, так же, как наши герои, и воюют так. А молодым офицерам, ребятам, дай Бог вам защищать нашу великую Родину. Сегодня мне хотелось бы пожелать молодым офицерам и с честью, и с достоинством выполнять возложенные на них обязанности, служебные задачи и добиваться поставленных профессиональных целей. Всем присутствующим желаю оптимизма, здоровья, мирного неба над головой. Армия за 300 лет воспитала много выдающихся полководцев, великих общественных деятелей, память о которых нужно чтить и беречь. А офицер – это не только образец воинской доблести. Это офицер, который должен сочетать в себе галантность, вежливость, красивые манеры. И я думаю, здесь каждый может это доказать. Хотелось пожелать всем добра, здоровья, мирного неба, боевых успехов. А самое главное, чтобы каждый сидящий помнил, что мы все сыны великой страны, России. И пока мы будем помнить, чтить наших предков, не забывать традиции, мы будем и так далее непобедимой страной. Бал украсили выступления учащихся городских школ и артистов якутской эстрады. Герои бала поразили всех своей выправкой и уверенными движениями в танце, а удивительная и незабываемая атмосфера не оставила никого равнодушным. Однако главным результатом мероприятия стало напоминание о важности профессии офицера на благо страны и защиты Родины.